Здесь будет много экшена, много каскадерских трюков. Что вы скажете о том, что говорят снять кино — это лотерея? Насколько вот это правда? 100% правда. 200%. Почему не комедия? Мы хотим здесь показать плюс 18. Какой бюджет планируете? Бюджет 300 тысяч евро. Халям-балям емес, так что ұйқысыздық мазалайды. Yeah. Қазір тем более мазалайтын шығар, иә? Сіздің мамандығыңыз? Араб тілі маманы. Нұр-мүбаракты бітірдіңіз, иә? Нұр-мүбаракты бітірдім. Әлі сарға барды. Бәрекелді. Мынау мен үшін ашылу. Мен үшін де ашылу. Блин, что же сделать? Не знаю, либо чтоб он мне в рот плюнул, так? У нас есть обычай такой казахский. Крю, да? Так как у вас нету пока афиши, мы придумали афишу. Да. Сәлем достар, бұл Киностар. Кино әлемі мен киноны жақсы көретін көрермендердің арасындағы көпір. Сәуір айында «Жаным киллер» атты фильмнің түсірілімі басталады. Бұған дейін біз тұсаукесерді айтатын болсақ, бұл жолы фильм енді басталмақшы. Ермек Тұрғанбек, Актер Олжас Тоғымбет және де режиссер, продюсер Дарья Дунич. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Спасибо. Да, такие выдержанные, скромные. До этого просто такой был прям вайп. Ну ничего, ладно, сейчас раскачаем. Қалайсыздар, қош келдіңіздер. Рахмет. Олжеке, қош келдіңіз. Қош көрдік. Это самый, наверное, востребованный актер последних лет. Да. Я говорю, вот я еду по Аль-Фараби, я думаю, блин, что же сделать? Либо у него взять, ну, не знаю, либо чтоб он мне в рот плюнул, так? У нас есть обычай такой казахский. Крю, да? Или баталу. Я такой думаю, едешь, сперва маленькие баннеры начинаются, потом чуть больше, а потом на весь ЖК Олжас Тоғымбет выходит. Вот так еще, такой брутальный, крутой. Я говорю, капец, вот как? Как? Вот можно этого добиться, Олжеке? Ну, скорее всего. Плюнуть в рот. Такой, да? Налево, направо, да? Жұмыс істеу керек. Басты енді өзіңе байланысты ғой. Талғамға байланысты. Бұған енді бір 10 жыл кетті. Кәдімгі термен, көктей тырысып, өз-өзімізді баптап, тәжірибені жинап, осыған келдік қазір. Мен Олжасты бұрыннан танимын. Біз екеуміз «Ана жүрегі» деген өте күшті сериал болған. Сол кезден бастап білем, және де сол кезден бастап қазіргі уақытқа дейінгі сенің жолыңды байқап келе жатырмын да. Шынымен де Алла Тағала саған бір әдемі келтіріп жатыр осы бағытыңды. Шүкір. Иә, және де осы кино саласында саған қай жанр өзіңе жақын? Драма ма, жоқ әлде комедия ма, тарихи кинолар ма? Енді әрбір актердің өзінің бір арманы бар ғой. Ол тарихи кинода, тарихи жанрда бір кейіпкерді, бір өзіміздің ата-бабамызды, ханды сомдау. Бәрімізде бар сияқты сол. Иә, енді ер азаматқа енді бір іштей талпыныс болады, ол бәрібірде. Тұқымы болсын, қаны болсын, ол бәрі де тарып тұрады, өзің білесің, көкпармен айналысасың, атқа отырдың, бітті, бәрін ұмытасың. Сол себепті бұл ата-бабамыздың энергиясы, ата-бабамыздың батасы. Сол себепті және де бір арманым сол, қазір соған келдім. Netflix пен жұмыс істеп жатырмыз, түрік командасымен Қара ой деген Бату атамыздың рөлін қазір Аллаға шүкір берді. Бірінші сезонды мен бастап берем, өзімнің сахналарымен, 3-4 сахнамен. Және де тағы бір арманым орындалды осы жылы, ол комедия жанрында өзімді көрсету. Енді актер деп егер өзіңді есептесең, мен өз-өзімді осы 10 жылдың ішінде қаншама, мысалы 50 шақты персонаж, 50 шақты ролім болғанымен өз-өзімді актер деп санаған жоқпын. Себебі неге? Мен бүкіл жанрда бір тәжірибе алғым келді, бүкіл жанрда өз-өзімді көргім келді. Ол менің бір басты мақсатым болды. Енді комедия жарында бірінші рет басты рөлді Жап-жас ата кинотуындысында сомдап шықтық. Тайгер продакшн арқылы, я, Аллаға шүкір. Халықтың, енді актердің ең басты мақсаты ол
халықтың көңілінен шығу. Енді басқаларын білмеймін, менің егерде бір қандай да бір кішігірім персонаж болса да, ең басты халықтың көңілінен шықсам болды. Маған басқа ештеме керек емес, актер ретінде. Сол себепті осы жылы 2 арманым орындалды. Бұйырса, Алла қаласа, тағы да жұмыс істейміз. Енді көбінесе экшн жанр маған жақындау. Негізі модель болып та жұмыс істейсің, иә? Иә, модель, енді өнерге келу себебім ол модельдіктен басталған. Бірақ та мектепті бітіргеннен соң Жүргеновке түсуге бір талпыныс жасадым. Сол кезде бізде анау қатты дамымаған еді өнер деген саласы, кино аз еді, ішкі кухнясы мүлдем басқаша еді. Сондықтан айлық аз болғандықтан Совет өкіметінің тәрбиесін алғанымен маған айтты, жоқ, әзірше керек емес, араб тілі саған жақын, түсіме көп кіре беретін. Алфавиті, мен өзім алфавиттің жартысын түсімде жаттап алғам, сол себепті алды да араб тіліне беріп тастады мен. Сіздің мамандығыңыз? Араб тілі маманы. Араб тілінің Филологпын, маманы? иә. Филолог? Иә. Нұр Мүбәракты бітірдіңіз, иә? Нұр Мүбәракты бітірдім. Әлі Асқарға бардым. Ой, болды қазір. Айтқанмын, бата аламын дейші, түкіртем қазір. Өте қуаныштымыз. Бәрекелді. Мынау мен үшін ашылу. Мен үшін де ашылу. Өте қуаныштымыз. Керемет. Бұл кино деген, өнер деген сондай, өнер жалпы Аллах Тағала жүрекке салып берсе, ол бәрібір шығады. Және де өте қатты қуаныштымыз. Олжеке, сіздің қазіргі таңда қазақтың атынан, қазақтың киносының атынан осындай әлемдік деңгейдегі, қазір бұл әлемдік деңгейдегі кино ғой. Сол жерде басты рөлдің бірін алып, Құдай қаласа енді 1-ші сезон деп жатсыз ғой. Оны былай айтқанда 2-ші, 3-ші сезонда болады. Сол жерде де өнер көрсететін шығарсыз деп сенеміз. Және де тілейміз. Өте қуаныштымыз. Армандар орындалады. Оған сенсеңіздер. Сіздердің арқаларыңызда бірімізді танып жатырмыз. Таныс қойыңыздар. Ермекпен біз сонау 2020 жылдан бастап таныспыз. Ереке, жалпы қалай екен өзің продюсер болу, бұл жауапкершілікті алу? Поначалу было очень трудно, потому что как бы резко прийти с актерства в продюсирование, здесь совсем другой масштаб работы. И в целом я сейчас понимаю, насколько это важно в продюсировании уметь просчитывать несколько шагов наперед и в маркетинге, и в целом знать киноиндустрию, уметь создавать такую коммуникацию в команде, потому что если разлад, там, второй режиссер не понимает режиссера, режиссер с постановщиком, там бывают какие-то проблемы, то, конечно же, тебе это решать. Поэтому, чтобы не было таких проблем на площадке, ты изначально должен все это просчитывать. И плюс, помимо этого, творческие моменты, ты должен понимать, что актуально, что не актуально, что нравится зрителю, то есть ставить себя на место зрителя. Ермек, жалпы сені көрермен толық тану үшін біраз сұрақтар қоям. Осыдан бір 5 жыл бұрын желіде 12 өзің туралы ақпарат жазған екенсің. Соның 3-еуі жалған дегенсің, бірақ әлі күнге дейін оның қайсы дұрыс бұрысын білмейміз. Өзім тұқалам, ерекең бар деп отырған. Я думаю, вспомню. Бұлай деп жазыпсың, суыққа төзімдімін. Я. Интернатта оқыдым. Я. Футболист болуды армандадым. Жоқ, бір жоғын таптық. Жүгіруден республикалық жарысқа қатыстым. Я. Түсірілім алаңында алғаш рет 12 жасымда болдым. Я. Қолымда үлкен тыртық бар. Я. Жазғы демалыстарды ауылда көп өткіздім. Жоқ. Екіншісін таптық. Ертерек отбасы құрғым келеді дейді. Өзі бойдақпын мен. Құрдым. 22 жасымда құрдым. Мектеп кезінде салмағым үлкенірек болды. Жоқ. Кинодағы кейіпкерімді өлтірді дейді. Я. Бесік кезден радио тыңдаймын. Я. Ұйқысыздық мазалайды. Я. Қазір тем более мазалайды. Продюсер болғаным. Я мечтаю, вот мы с Дашей обсуждали, блин, вот бы закрыть глаза, проснуться, когда уже фильм вышел. Когда уже все дела закончены, когда можно спокойно поспать, конечно, чтобы фильм выстрелил. Дарья, у вас шикарный образ. И Спасибо. Сегодня Удивительно, так да? получилось, Вот прям... что мы все под цвет. Вот эти мужчины, я не знаю, откуда они пришли, но мы втроем с одной тусовки. На другой подкаст. Вообще про Дарью
смотря на образ Дарьи, я думаю, вообще знающие люди сразу могут понять, чем она до этого занималась, да? И мы бы хотели поделиться вашими достижениями, да, о которых мы узнали. Да, это вы являетесь фотографом, кинорежиссером и продюсером. Да. Член международной организации ЮНЕСКО. Халям-балям емес, так что. Президент Союза фотографов и цифровых художников Казахстана. Да. Так, как вы все успеваете такой, да? Член Всероссийской лиги профессиональных фотографов. Да. Участник международных выставок в таких странах, как Великобритания, Россия, Казахстан, Италия. Да. И еще другие страны тоже. Мгм. Так, Ерике, сколько платите, чтобы содержать такого человека в команде? Мне платят. Конечно, это бесценно. Ну, я сейчас... Я сам не знал, да, такой? Нет, я знал, конечно, но как-то не вдавался, как-то не задумываюсь. Я сейчас вот задумываюсь, да? Мне стало страшно, честно говоря, работать. Можно с вами сфотографироваться? Я дам автограф. Дарья, вы режиссер и продюсер. Насколько сложно совмещать эти две профессии и помимо этого возглавлять там, тут, все это? Сложно. Именно поэтому в данной картине я сорежиссером являюсь, потому что на мне еще функция продюсера. У нас вообще с Ермеком очень хороший тандем. Я вообще считаю, что тандем мужчины и женщины всегда хороший, плодотворный в плане работы, потому что здесь мы и мужской, и женский взгляд, да, на определенную работу имеем. И в кинорежиссуре такого большого кино я не так давно, да, буквально там 4 года, это небольшой срок. Меня многие спрашивают, как можно идти по двум профессиям: режиссура и фотография. А на мой взгляд, как можно не идти параллельно, потому что это же визуальность, да, то есть визуальный взгляд на определенную обстановку. Ну, то есть это картинки те же, фотографии то же самое складывается, просто там статика, здесь динамика кадра, вот. Так как мы продюсеры, мы понимаем, что есть творчество, но есть и коммерческая часть всего этого. В первую очередь это продюсерский проект, это коммерческий проект. Мы создаем кино для того, чтобы народу понравилось. И если понравится, то как бы это бизнес. Мы отталкиваемся при выборе актеров, при выборе режиссера и смотрим и на коммерческую часть тоже. То есть выгоден ли этот актер как в плане коммерции для нас, либо режиссер. Мы смотрим на бэкграунды, что они снимали, где они снимались. Как бы здесь тоже, так же, как и в других странах, на других рынках, здесь это много имеет значения, тем более сейчас век рекламы, век маркетинга, это очень важно. Как мы плавно перешли с творческой беседы на бизнесовую беседу, да? Да. Очень классно. И мы бы хотели вас угостить чаем. Раз мы говорим о бизнесе, мы бы хотели рассказать про наших партнеров, которые нас поддерживают в этом проекте. Это компания Empire, которая больше 20 лет. Это ведущая компания на рынке, которая делает и дарит праздник людям, помогает найти тот самый уникальный подарок, если вы хотите подарить его своим близким и родным людям. Ну и, конечно же, ювелирные украшения, что на мне, это балауса. Поэтому, если любите дарить своим дорогим женщинам подарки, то можете смело обращаться. Не любите, а дарите подарки с компанией Балауса. Итак, мы плавно переходим к фильму. Мы бы хотели поговорить о фильме. Да, рабочее название сейчас это «Жаным Киллер». Пока рабочее название «Жаным Киллер», оно может измениться, но так как у нас в фильме присутствует ключевой персонаж, киллер, антагонист, мы хотели бы, чтобы зритель понимал, на что он идет, на какой фильм идет, чтобы это не было ожидание реальность. И это такой плюс маркетинговый ход. Не всегда встретишь в Казахстане фильм со словом «киллер». Там. Олжас, получается, в главной роли, да? А Олжеке играет... Угадайте с одного раза.
Да, играет у нас главного антагониста. Это сейчас большая редкость, когда Букса играет антагониста, не положительного персонажа. Поэтому в целом мы сразу, когда у нас появилась идея, что будем снимать вот этот фильм, у меня и у Дарьи сразу перед глазами такой вот типаж. Сразу понимали, что мы хотим видеть Олжаса в одной из главных ролей, в роли киллера. Ну и, конечно же, здесь будет много экшена, много каскадерских трюков. И здесь нужна подготовленность. И в этом плане, конечно, Олжаки незаменим. Супер. Тут и финансовая подготовленность нужна, да? Да, Подготовка. да. Потому что снимать у нас боевики, экшен, это все, мне кажется, прям затратно. Недешево стоит. Да. 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 Ну, Как вы решаете этот ЮНЕСКО. момент? Берем оттуда, да? Самая основная поддержка, да? Я здесь для зрителей пометку хочу сказать, что фильм только планируется сниматься. Если есть те, кто промотал и включил с этого момента, мы говорим сейчас о проекте, который только выйдет, только будут снимать, пишется сценарий, утверждаются актеры на этой стадии, чтобы вам было понятно. Поговорим, кто главные актеры, кроме Олжаса? Предварительно у нас прошел кастинг, велись переговоры. Будут сниматься Нурбулхан Шарапов. Шарап. Да, потому что мы считаем, что у него большой потенциал в плане... Ну, у него не так много ролей в кино. В целом он пришел с КВН, но сейчас в основном играет героя второго плана. Но мы видим, что у него есть огромный потенциал. Плюс по Библии персонажа мы видим его в нашем фильме. Вот. В целом у нас есть актриса Яна Рай, которая снимается для турецких сериалов, для европейских сериалов, фильмов, полнометражных фильмов. Играла главную роль в фильме «София», который вышел в прошлом году в октябре, да? В сентябре. В сентябре. Да, в сентябре. Да, вот, осенью прошлого года. Вот, она будет сниматься у нас тоже. Она гражданка Турции. Турции, оттуда. Нурике повезло, молодец. Классно. Очень интересный состав. Ну, у нас еще есть пару ключевых моментов, персонажей. Мы оставим это сюрпризом для зрителей. Мы хотим такое, чтобы это было неожиданно. Классно. Значит, что-то будет интересно. Тут человек в Netflix, значит, тут человек с Турции, что-то вот такое. Это круто, очень рады. Думаю, надеемся и уверены, что будет очень вкусно. Да. Эта история очень вкусно получится. Постараемся подать. Почему не комедия? Ну, изначально, конечно, это комедия, но комедия немного специфическая, потому что мы хотим здесь показать, по рейтингу здесь будет плюс 18, как бы здесь, потому что стрельба, убийство, все дела. Это приключенческая комедия с элементами экшена, можно сказать. Как вы пишете сценарий? Кто пишет сценарий? Сценарий пишут Данияр Султанбеков. Да, поэтому вы примерно можете понимать, ожидать, на каком уровне у нас будет экшен, шутки. Черный юмор. Черный юмор, да. Но добрый. Какой бюджет планируете, господа? Мне вот эти моменты нам тоже интересны. Сколько вообще, вы откуда берете? берутся деньги? Почему? Потому что наши зрители, им все это интересно. У нас есть инвесторы зарубежные с турецкой стороны, поэтому оттуда есть прилив денег. И бюджет 300 тысяч евро. Это получается 150 миллионов на данном, 160, да? На данный момент. Как вы разделяете бюджет на маркетинг? Вот нам интересно вообще, с какими ситуациями мы сталкиваемся, да? Мы же тоже в мире кино, и много людей снимают кино, но на маркетинг денег не рассчитывают, либо вот забывают. Но самая составляющаяся, это же в маркетинге суть. Да. Как вы этот момент решаете?
Ну, мы пытаемся уже на стадии сценария уже учитывать все эти моменты маркетинга, потому что, да, есть такая практика почему-то у нас в СНГ, на нашем рынке, что маркетинг — это как бы второстепенная часть, но это вообще одна из основ, потому что если нет маркетинга, в целом то, что ты снял, весь бюджет — это все на смарку. Допустим, как в Голливуде делают, снимают там на определенный бюджет фильм и столько же выделяют на маркетинг. То есть они понимают, что это самая основная часть. И в целом мы пытаемся и в актерском касте учитывать рекламу, и в сценарии, и на постпродакшене, и в самих съемках мы, конечно же, начнем продвигать фильм, потому что премьера у нас планируется на конец года, октябрь. И, в принципе, у нас будет время для и постпродакшена, и для маркетинга, чтобы все это было продумано, обмозговано, чтобы мы все это планировали не спеша. Успеете ли вы до октября вот эту всю историю сделать? И написать фильм, и актеры, и снять это все? Да, у меня тоже такой Монтаж. возникает вопрос. Ну, съемки Тем более у нас, экшен просто, вот Да. поэтому возникает этот вопрос. съемки у нас планируются на апрель. Уже? Да, то есть у нас уже полным ходом идет подготовка. Мы на стадии практически на финальной стадии. Планируем в апреле снять. И уже у нас летом у нас будет, май и лето у нас будет на постпродакшн. И дальше пойдем на маркетинг. У нас такие вот дедлайны на данный момент. Круто. Ну, если есть Здорово. четкий план, чего бояться? Не вижу страха в этих глазах, поэтому все получится. У нас есть такая рубрика «Блиц-вопросы». Мы задаем вопрос, ваша задача быстро и моментально ответить. Сколько актеров будет задействовано в фильме? Ну, 10 точно. Главных или как? Ну, таких основных. Составляющих, Да. В скольких локациях будут проходить съемки? Это роуд-муви, поэтому, я думаю, максимальное количество. Можно, опять же, от 8 до 10. Сколько дней займет процесс съемок? 20. Когда планируется выпуск фильма? 23 октября. 23 октября. Да, у нас Вы уже уже даже утверждена дата дата, да, поставили. конечно, проката. Уважаемые зрители, 23 октября мы ждем вас на премьере пока рабочего названия «Жаным Киллер». И это будет крутой проект, на котором вы сможете лицезреть новый уровень кинематографа. После блиц-опроса у нас есть игра. Так как вы актеры, творческие люди, мы бы хотели разогнать, как мы делаем это в обычной жизни, да? Сценарий получаем, и что мы делаем? Мы разгоняем. Этюды, этюды не будем заставлять делать, да, как в первом курсе. Крысу покажи, кошку покажи, зайчика можем. покажи. Да, Даша может. Я не могу, Дашу да. доставим. Поехали. Бірінші сұрақ. Егер фильм басқа жанрда болса, қай жанрда болатын еді? Басқа жанрда болса ма? Так, давайте пусть будет ужастик. Егер жаным киллер мюзикл болса, онда басты кейіпкер қандай ән айтушы еді? Мысалы, Нұрболханды айттыңыздар ғой, иә? Ол да ән айтатын сияқты. Иә. Балқадиша болсын. Болды. Егер хоррор болса, киллерді қалай елестетуге болады бұл жерде? Ну, менің ойымша, киллер должен быть таким максимально... Диким. Страшным. Страшным, Ну, не таинственным, диким. таинственным персонажем, у которого не видно лица, но мы видим по деталям, по рукам, по его оружию. Там, Что это ужасно. Да, что покажем, Походки. покажем отдельно бороду, вот это вот все ноги, но не будем показывать лица. Бренды, знаешь. где он снимается. Да. Отсылки здесь на кофте. Да. У него на нем костюм, шохан, пакет там. Пасхалки будем закидывать. Да. Хавал, не хавал, да? Да. Так как у вас нету пока афиши, мы придумали афишу. Да. Давайте Интересно. посмотрим. Свой вариант. Свой вариант, который, думаю, может быть, подойдет. Да. Представляем афишу кино Жан Киллера.
Чувствуете дикость? Да. У него причем туловище больше, а ноги что-то меньше. Тестостерон зашкаливает у него, заметили? На груди можете заметить, Как у него есть зомби-апокалипсис. да, волосы. Дальше мы турецкую актрису, ну, порвали ей штаны, конечно. Ну, мы Почему-то, думали, мне кажется, поч- у нее мужской торс, нет? У нее? Нет, А, у нет, него? нет, нет. У нее. Нет, она в каблуках идет. Нет, как бы, Тут да. самый, нет. да, самый целый это ужас Мырза, потому что он стреляет в них, поджигает Ну, у их. него, и, мне в кажется, принципе, такие груди, да? Совсем. 5-го размера. да. Ну, Довольно вам серьезно. понравилось? Да. Возьмем на заметку. Да. И там мы уже внизу указали команду, Да. да, насколько мы знаем информацию, вот и мы ее указали. Да, если что, берите, мы вам подарим. Спасибо. Что вы скажете о том, что говорят кино, снять кино — это лотерея? Не знаешь, оправдает или не оправдает. Насколько вот это правда? 100% правда. 200%. От чего зависит? Ну, есть же вот, да, план, есть маркетинговый план, бизнес-стратегия, да, это все есть. И почему это становится в какой-то момент лотереей, что ты не знаешь, к чему это придет и какой выхлоп это принесет? Ну, это, я думаю, не только у нас, это по всему миру. Даже взять тот же Голливуд, фильмы с огромным бюджетом, на которые они рассчитывают, думают, это 100% выстрелит, давайте это снимать, оно по факту не добирает, да. А малобюджетные фильмы, допустим, если взять самый, ну, я фанат «Крестного отца», поэтому, если говорить об этом фильме, сняли его за $6 миллионов, это по их меркам, это очень маленькая сумма. Paramount снял его просто для галочки, и он собрал в разы больше, чем предполагалось, и взял «Оскар». Поэтому это огромная лотерея. И хотели бы у вас узнать, почему наши дорогие зрители должны пойти на Жанну Киллер и что их будет ждать. В первую очередь, что будет весело. Конечно, юмор специфический, и почему мы выбрали такое направление, такой вид комедии, как черный юмор. Это, конечно, все по душе. То есть в первую очередь это то, что нравится нам в жизни. И не знаю, насколько мы здесь, конечно, попадем в точку, потому что черный юмор не все любят, но будет весело однозначно, будет на что посмотреть. И мужчины красивые, и женщины красивые, и экшены, и взрывы, и все, будет все. Спасибо, что пришли. И мы не хотим вас отпускать с пустыми руками. У нас есть подарки для вас. Наконец-то. Дождалась. Мы будем брать, а не давать. Да. Это подарки от компании Empire. Да, давайте Спасибо, Даше передадим. спасибо. А также для вас, Дарья, у нас Для есть вас. от компании Балауса Балауса. замечательные Вау. ювелирные изделия Это очень круто. казахским орнаментом. Вообще у меня есть ювелирные изделия этого бренда, поэтому я знакома с этим брендом, да. Здорово. Да. Мы очень рады. А также вы творческие все люди. От компании Empire мы хотим подарить вам такой брендированный блокнот с ручкой. Круто, круто. Потому что ваш проект, Олжеке, Спасибо. ваш проект только выйдет, я думаю, вам есть еще что писать, денежки Конечно. туда записывать, бюджеты ваши, утверждать Да. кого-то, и этот блокнот вам поможет. Вас очень интересно. Спасибо, что пришли, и мы надеемся и верим, что все пройдет успешно, что вы успеете на все дедлайны, что не будет форс-мажоров, и что сам Имеке вас будет осветлять ваш путь, благословлять и делать все возможное, чтобы все шикарно получилось. Будем ждать даты премьеры. Спасибо. С вами был Киностар. До встречи. Пока.